Итак, друзья, здесь вот находится Алексей, у него канал свой, семейное хобби, и он из Сызрани, да? Да. Привез от ребят из Самары поводки, да? Давай. Да, поводки. Что это там у нас, как, чего? Фирма Вин изготовляет разные поводки. Ну-ка, мы сейчас с Дмитриевичем как раз их поводки-то нам нужны. Фирменные. Ну, Вообще из разного материала делают. классно. Разная длина, разная нагрузка. Да ты чего, классно. Слушай, спасибо, ребят. Вообще он есть 28 кто, кого благодарить-то, кого благодарить? Фирма Вин. Фирму Вин благодарить? Хорошо, спасибо. А, это они прям отправили, да, сами? Прям Производители, да? Да. Хорошо. Друзья, вот производитель фирмы Вин. Вот, приглашаю вас к себе на сайт клёвая-рыбалка.рф. Кому интересно, то есть можете перейти и это ребятам там заказать, а ребят туда приглашаю тоже к себе. Вот, спасибо, друзья. Сейчас мы с Дмитриевичем это быстро раскидаем. Ну, спасибо, Алексей, спасибо за то, что доставил. Да. Выполнил просьбу ребят. Сюжет поснимал? Конечно. Вот, отлично. Смотрите, ребята, сюжеты вот у Алексея, что он тут рыбачил. Когда вот. уезжаете? Я? Ну, он завтра уже уезжает, а мы еще остаемся вот. Да. Мы вчера приехали на протоку. Я вчера ночью приехал. Ребята решили проблемы с билетами с Володей. В общем, решили маленько еще остаться, потому что ничего не успели поймать. Погода испортилась. Мирам здесь. Дмитриевич. Сейчас переедем рыбачить. Да. Вот посмотрите, Мирам тут что-то грызет. Юкола. Юкола от Дмитриевича. Чищу зубы. Да, хорошо. Вчера вечером ночью напал ветер просто страшный, мы спали под ветром, вот, палатка выдержала. Сейчас возьмем одну палатку и поедем. Здесь опять будем ночевать здесь. Палатку, хотели на реке порыбачить. Все, весь вперед сзади разломало. Как раз только хотели поставиться, вперед сломался под нами. Вот так вот. Мы приехали утром порыбачить на реку. Вот сошли сюда, поставили палатку, пробурились, пошла вода, вот это все было затянуто льдом, вон до туда. Знаете что, хорошо, что мы решили переставить палатку, перетащились вот туда. Я оборачиваюсь, и весь лед, который был за нами, он просто весь раскрошился на глазах. И осталась наша печка только там. Пара вещей. Камни наши, там ведерко Володькина синяя плавает. Плавает. Сейчас уходит, наверное. Если уходит, то я здесь точку забиваю. Потом приеду, вытолкну печню и вытащу, попробую спасти печку свою. Новенькая печка.
Мирав! Ну чё, как? Это жесть, ребята, это жесть, капец. Я в шоке. Вот. Мираму на всю жизнь воспоминания. Ну вот, друзья, пришли в палатку, вернулись. В общем, решили переехать на озеро к ребятам. Дмитрич пошел проверить возле палатки здесь. Еще раз на всякий случай. Вдруг рыба пошла. Да, вдруг рыба пошла. Вот. Мирам, ну что, как тебе впечатление от Лены? Ну, мы же чуть не с тобой не утонули только что. Хорошо, все хорошо закончилось. Да, все хорошо закончилось, друзья. У меня на этот счет прямо вот очень много я ехал, раздумывал, и я понял, что не все, стечение обстоятельств, вот это целое, нас, собственно, и спасло. Я потом на втором канале размышления по этому поводу запишу обязательно. Вот. Поэтому переходите, подписывайтесь на Клевая Рыбалка Лайв. Там есть будут новые видео, быт и так далее. С природой не пошутишь. Да. Посмотрите, ветер наш какой в палатке. Дмитрий сказал, рыбы нет. Ну сейчас давай полежим хотя бы полчасика. Полчасика полежим. Дмитрич прям поехать хочет. Так время только 1:30. Завтра утром начнем пилить контент. Посмотрите, ветер как колышет палатку. Это я не камеру, это не я камеру двигаю, это ветер так палатку колышет. Я штормит прямо. Шторм. Oralgan gelenez şerken ay talga dişayo Olanga hasav tayday şürgün basın Üstündi şolpan soldu şerken ay talga dişayo Seksiniz serüenge çıksa da gay Şimdi kara basın Karagın xanğa dişayo Красота, да, Дмитрий? Я себе одну песню спою, сейчас скажет, казахскую песню я вообще не исполнял. Давай. Какую будешь исполнять песню? Эту же? Итак, дорогие друзья, сегодня наша локация поменялась. Мы с Мирамом приехали вчера. В общем, Дмитрий, я, Мирам вчера после нашей неудачной попытки порыбачить и чуть не утонули, переехали, поехали домой, переночевали. И сегодня спокойно приехали за ребятами. Вот. Они здесь прекрасно живут. Вчера, говорит, килограммового окуня даже взяли. Вот, посмотрите, вот он собственно, лежит. Мирам, кило 40 видел окуня? Да. Вот. И ребята уже пошли все рыбачить. Мы сейчас тоже время не будем терять. Давайте присоединимся к ним, порыбачим. Смотрите, местные санки лежат, оказывается. Санки, так скажем, местных рыбаков. Вот. Просто такая вот
штука. Вот, из душек кровати сваренная. Так, сегодня опять будет пурговать, поэтому в камеру, если будет задувать немножко, ничего, я буду пытаться стоять спиной. И сегодня, друзья, у нас закрытие, поэтому погнали. Так, сегодня я буду в основном рыбачить на флайпайк, летающая щука. Ну, попозже покажу. Это приманка фирмы Zumi. Она у меня с прошлого года, по-моему. Вот, на сайте клёвая-рыбалка.рф, если кого интересует, там ищите, смотрите. Там она должна быть, то есть есть. Точно знаю, что есть в наличии. Прорубаться будем батыей, лед колоть. Но он сейчас не толстый, поэтому пойдет и такой народно-бытовой инструмент, хозяйственно-бытовой. Так что, ребят, это не холодняк. Толщине обуха она больше 5 миллиметров. Дровокол мой самый такой настоящий, блин, колоть дрова. Есть на сайте клёвая-рыбалка.рф стальные бивни, бутик. Обязательно заходите, смотрите. Стоит, конечно, сразу говорю, дороговато, но оно того стоит. Вот. Посмотрите, вон пурга. Весь снег с озера вымела. Практически весь снег. Ребята как сидели на одном месте, так сидят. Никуда они, собственно-то, и не уходили. Вот. Хотя сказали, что будут рыбу искать, по озеру ходить. Да никуда они не пошли. Они вот как сидели все в одном месте, так сидят. Потому что тут ходить, ну, сложно ходить, друзья. Сами видите, что озеро большое, лед тонкий. Был тонкий, конечно. Сейчас уж замерз капитально. Вот. Привет, рыбак. Ну чё, как? Не очень? Одного окушка поймал. Не, ну там пару штук. Все. А сегодня прям приходится ему поцарапать. Да ты чё? Обалдеть. Вчера было, конечно, намного веселее. Вчера, ну зато вчера денек-то видел какой? Да, ну одни окуня, наверное, были, да? Зато в такую погоду. Попадались, да? Вчера прям вообще классно клевало, да? Клевало хорошо, но тут нас чуть не сдуло. Ну да, конечно, да. Сдувало по полной программе. Ну, А так в целом нормально. ага. Ты знаешь, как ты не едешь, что сегодня, блин, крайний день. Да ты чё? Хочется. А? Все плохо на линии. Да нет, нормально он. Мейрам Налима поймал на 12. Да ладно. Серьезно? Да, ну он мне рассказал сейчас страшную историю. Как бы там экшн-фильм, ты хоть отснял там фильм? Отснял, но я уже в YouTube закинул. Да ты Все чё? про вас спрашивают, а где остальные, типа? Когда ты успел в YouTube закинуть? Не в YouTube, а в шорт закинул. А, Короткий шорт? фрагмент. Но. Ну блин. Это хочу посмотреть этот экшен. Ну поешь, посмотришь, что жди сюжетов. Да. Жди сюжетов на канале Клёвая Рыбалка. Да, фигня. Ничего не снимал я практически. Мейрам он снимал эту всю тему. Мне некогда было. Ну, там, да, там Не до съемок, блин. этих моментов, конечно, конечно. Я вчера тоже он искупался. Где? Там. Лед тонкий. То ли майна от сеток. Вот под такой налитью не видно. А. И пошел, блин. И тут он трещать начинает. Я вроде аккуратно хлобысь одной ногой. И пошел коленка проваливаться уже. Я ногу вот так быстро успел поднять, чтобы не сильно промок. Дальше отловился. И Высушился? потихоньку выкарабкался. Так. Ночью-то Дальше высушил? не пошел тонуть, короче. Ну ты заснял эту всю тему? Не. А чё? А камера была включена, не включена, я ходил туда. Ветер же оттуда сильный был. Блин, надо было повторить нафиг. Да, не надо мне такое повторять. Я просто шел, искал место, где потише от ветра спрятаться. Шел туда, завалился, какой там съемка нафиг. А окунь клевал, да, вчера? Да,
А Ну, он не что там скажу. черное лежит вот? Да там какой-то пень. А, да? Ну. Здесь вот- только клюет, да? Окунь. Да и там клюет, везде клюет. В принципе. Просто где-то размер побольше, где-то поменьше. Да вон до леса не видно. Ну вот я и говорю, какой самолет. Ты чё? То есть, получается, нам на Лену с тобой не вариант доехать пока. Нет, что, ребят проводим, да поедем. Мы-то поехали, вот где лед вот недавно только встал, вот река же, вот поворот. Здесь полярный круг здесь. То есть, ну как тебе объяснить, вот здесь залив вот этот вот так вот выходит. Вот эта часть, она вся замерзшая как бы. А вот эта корочка, она только прихватилась кусок. Ну и мы подъехали и сразу вот здесь к краю встали вот здесь. Ага. Ну вот это все сломалось, блин, вот этот кусок остался, вот этот залив вот этот. Вот как оттуда ехать, получается. Кстати, половить-то хоть. Демяку поймать. Воду пойду дальше раскачивать. Так, вот она, эта приманка. Флайпайк называется. Запатентованная, все. Летает обалденно. Летающая щука. И сейчас основной уклон делаем чисто на щук и на огромных больших окуней. Сегодня, друзья, рыбу всю отпускаю. Ребята и так уже наловили кучу. Куда ее вести, тоже проблема. Тоже проблематично отсюда ее увезти. Поэтому все отпускаю. Посмотрим, если совсем большая щука будет, заберем. Смотрите, вот приманка вот так летает. Прям подо мной вон ее видно, вон она. То есть она вот такие круговые движения делает, оказывается. И также по кругу вот парит, планирует. Довольно интересная игра. Давайте получше подниму. Вот, смотрите, вот приманка, вот. Вот полетела. То есть она летит куда захочет. А там реально летает вот под водой. Прикольно. Четыре. 5. 6. 7. 8. 9, 10 метров ровно. 10-метровую глубину нашел. Десяточка, друзья. Сейчас отметим эту глубину. Смотри-ка, на 10 метрах что-то клюет даже. На окуневую поклевочку похоже.
Ага. Тут убьет. Тащим, тащим. Окунь, наверное. Окуневая поклевочка. Ну да, вот он сошел. Сошел. Погоди. Вот. Засекся как-то непонятно за глаз прям. Вот. То есть окунек тут есть. Это хорошо. Ага. Есть поклевочка. Ну такой хороший горбачило. Хороший горбачик. Этот уже нормально схватил. По-нормальному. Вот. Такой вот балансирчик. Это Макс Мастер делал когда-то мне. Отправлял Серегин друг. Или как он, Ратлин. Так. Сколько же окуней можно поймать с 10 метров? Давайте проверим. С глубины 10 метров. О! Сошел. Интересно. До сих пор не дошла. А здесь уже помельче будет, однако. О, кто-то уже клюет. Ага. Окушочки есть. Вот здесь уже где-то шестерик. Вон, смотрите, окунь поднялся, вон он плавает. На поверхности, вон, смотрите, окунь. Окунь плавает. И пошел за этим окунем, главное. А ну-ка. Еще один. Как будто на косячок попал окуня. Ну здесь где-то 5 метров. Вот. Смотрите, окунь. И там за ним еще один шел. Такие неплохие горбачие клюют. Мера, так скажем, собственного для карты дна. Составляю карту дна. 1, 2,
3, 4, 5, 6 метров тут. Самая оптимальная глубина. Сейчас мы это сразу отметим. Так, отмечаю сразу на карте. Вот у нас озеро. Причем озеро большое. Я от этой точки 10 метров отошел. Ну да, где-то на 20-очку отошел на 20 метров. Вот. Ставлю точку, пишу 6. Здесь 10, здесь 6. Значит, в эту сторону идет глубина. Здесь вот. Окушок. Давай, давай. Вот этот хороший идет. Прям чувствуется он. Хороший дядька. Смотрите, он прям это подо льдом плавает. Идет хороший. Этот забагрился просто. Идет. Уху, хорош, хорош. Причем он за ним приплывают там другие, как бы. Вот такой вот дядька. Оба-на! Да тут одни здоровяки, вон, смотрите, он плавает, вон. Вон. Хова, не успела упасть даже. Опять хороший идет. Дяха. За ним приплывает, главное.
А? Причем один за одним, а? Дубас. В прошлом году ребята мне говорили, что нельзя окуня отпускать. За ним уходит вся стайка. Как видите, ничего, никто ни за кем никуда не уходит. Все нормально. Ловишь, не надо тебе окунь, ну отпустил. Дальше ловишь. Все, дальше ловится, продолжает ловиться. Ничего никуда не уходит никто. Катушка маленько подсечку не выдержала. Сам отцепился. Ну, давай. Так, давайте проверим флайпайка все-таки, летающую щуку. Будет окунь брать его или нет? Мне кажется, будет. Это мы проверили, это нормально работает. Ну, серебряная блесна от Уру, друзья, я и так знаю, что она будет работать. Поэтому ее я пока берегу для других случаев, для более хорошей рыбы и для более большой реки, так скажем. Сейчас мне ваша главная задача до вас довести вот это. О том, что есть такая приманка. Оба-на, уже сидит. То есть флайпайк не успел долететь до конца, уже его на нем кто-то сидел. Ну, это я плохо подсек его, соскочил. Но на него должны чисто трофейные окуня клевать, потому что приманка такая, что под больших окуней рассчитана. Сказать, что прям огромный окунь, но как видите, такой среднячок он тоже берет на флайпайка. Такая щучка летающая. Она под водой классно летает. На сайте клёворыбалка.рф есть такая, если что. Бутик Изуми. Ищите Изуми. Плавно. Пока она летит, ее могут взять сразу на лету. Есть. Эх, нашел. Был такой подбой. То есть щучку, и они здесь любят питаться. Не прочь закушать щучек. Вот, смотрите, вот о чем я говорю. Вот такие вот дяхи они будут клевать на флайка, на пайка этого. Вот.
Сейчас, конечно, будут писать, что будет. У нас будет клевать и на ржавый гвоздь и так далее. На ржавый гвоздь-то может и будет клевать, но надо найти, где она будет так клевать. Все равно место. Места надо знать. Но сегодня главная задача поймать огромную щуку. О, подошли хорошие дядьки. О, смотрите. Мелочь практически отсеивается. Сейчас был перерывчик минут 5, наверное. Такой вот. Ой. Извини. Ветер усиливается. Ну чё, как, Андрюха? Клёв только начался, да? Это так мелко? Так мелко? Вижу, хороший, да, маленький. Тоже нормальные такие же. Да. А как я притащу? Как с такой дали притащу? Ну такой грамм 700 может. Ну 800, ладно. 900 должен быть. О, колючки вон какие. Хороший, да, хороший. Что там ребята делали, уходили на базу? Они, наверное, там фотографировались с рыбой. Собаку вон ту фотали. А, собака еще пришла. А, весы. Рыбу взвешивать. Давай взвесим. Сейчас Андрюха будет взвешивать свой улов. Я говорю, что он 800. Ты Андрей говорил говорит... 700. Ты говорил 700. Не, я сказал 800. Ты сказал 900. Да, всего. 800. Всего. Слабенько, да? Слабенько, но... Ну вот, друзья, тот самый случай, когда нож вам просто незаменим. Сейчас вот батарею ее у меня забрали, то ли Мирам, то ли кто ли там. Ну, кому-то, видать, нужнее. И иркутским ножом буду пробивать себе лунку для рыбалки. Ну, это тоже не особо напряженно. Вот так, не напрягаясь, аккуратно, потихоньку. Главное понимать, что если вы пробили дырку, то от края этой дырки каждый удар будет пробивать. Не насилуя нож, аккуратно можно выдолбить такую вот достаточно неплохую лунку. Вот и все. Без пыли, без грязи особой. Ножи, кстати, тоже есть на сайте клёворыбалка.рф. И данный нож от стальных бивней. Так, продолжаем разлавливать флайпайка. Заодно измеряем глубины. Могу смелись предположить, здесь порядка где-то
лед убираю, потому что потом все будет цепляться. Леска будет за них цепляться и так далее. Здесь где-то 6, наверное, должно быть, или 5. Что-то в этом районе. Дошел до дна. Ага. Щучка. Ну сегодня вот, друзья, первая щучка на флай-пайка. Щучка кушает щучек. Ну вот я так и говорил, как и думал. Первая щучка у нас в нашем этом коллекции, так скажем, рыбок. В нашем улове. Вот. Отлично. О, все. До свидос, флайпайк. До свидания, флайпайк. Хороший же ты был. Ну, друзья, леска старая. Сразу говорю, на самом деле сам виноват. Приманка ни при чем. Здесь хорошая приманка. Но ушла. Досада. На самом деле я сам виноват. Блин, не хотел же я ее ставить. Что сделаешь? А, прикольно. И тоже нету. Не рам забрал. Осталось только это. Ну что, давайте половим на это.